По одному разложи все. Сильно уже настаиваешь, может нормально? Нет пока, нет, еще ждем, давайте заходите. Наверное, собаки. Как Назаревский, да? Это школа смысла, что она, это все это бывшие отставники, генерал там КГБ, генерал ФСБ, там этот военные разведчики, полковники, генерал всяких дел, всяких язов. Ничего вас не садится. Ну, алар меня как-то ебердилер, но мен аларга айтып Онда түрлі алар жазды, аны оқыңдар, анда бір еврей. Ох, Миначев так копнул глубоко, это кошмар, что это такое? Мен разложился по полу. Ну, а теперь это, ну, и как-то отвечаю, как отвечаю, если я задумался, как-то всякие ерунду, Eskilerde Nasıl Да. А что ты? Да. Ну, конечно. Садитесь, где удобно, там можно. Может быть, перекисывать. Конечно. А? Это что? У нас так принято. Не обязательно. Что опять будет? Как раз 18 часов. Без одной минуты. Можно. Я, дорогие друзья, хурматлы кунаклар, рахмат бигзор килгенсис. Идем телак шоу. Поскольку книги написаны на русском языке, мы в основном будем на русском языке. Если кто захочет на татарском, пожалуйста. В тот раз мы говорили на татарском, потому что у Рената Мухаммадеева книга была на татарском языке, а сейчас, наверное, можно говорить на русском. Я пригласил вас, чтобы раздать свои книги, которые я недавно издал, 6 книг в 3 издательствах Москвы и Казани. Одна книга издана «Триада Мирового океана», это издана здесь, в Москве, в издательстве «Спутник». Там примерно 50 статей моих
научно-популярных о Мировом океане. О Мировом океане, вы знаете, иногда мы забываем, что 72% планеты составляет Мировой океан. 72%. И по экономике, потому что какую продукцию дает Мировой океан, из 200 экономик мира Мировой океан входит в первую десятку. Где-то 5-6 место занимает. Ежегодное производство продукции Мирового океана составляет около 4 триллионов долларов. Но что происходит в Мировом океане? Тоже интересно. Загрязняется. Образовались в Мировом океане целые архипелаги, где плавают бутылки, пластика, целые архипелаги на десятки километров распространены. На них набрасываются рыбы и другие, так сказать, морские млекопитающие, отравляются. И это является очень важной проблемой. Об этих вещах вот здесь написано. Но здесь же есть и определенные приложения, некоторые разделы. Сюда я включил даже, независимо, что это к Мировому океану особенно никакого отношения не имеет, например, такие мои статьи, которые были опубликованы, допустим, в поисках женской красоты. Большая статья. Интересно. Вот, да, это вот красавица Римская-Корсакова, Варвара Римская-Корсакова. Но она оказалась, когда я документально обследовал, оказалась княжной, татарской княжной Мергасовой. Ничего. А портрет этот висит в одной из лучших галерей Парижа. Надо же. Она прославилась. Вот незаметно. И здесь же я включил свою статью, посвященную, называется «Философия социальной справедливости». Статья, посвященная Агдасу Хусаиновичу Мурганову. Агдас Хусаинович, я хочу о нем с самого начала сказать несколько слов. Год тому назад в этом же зале, Зульфия, наверное, помнит, мы праздновали 95-летие Агдаса Хусаиновича. Сейчас ему пошел, это было 17 октября прошлого года, сейчас ему пошел 97-й год. Я не знаю в Москве ни одного действующего профессора, который также продолжал работать, писать научные книги и статьи, и иногда читать лекции. Недавно он прочитал лекцию в своей родной деревне. Мы с ним недавно в октябре были по приглашению президента Академии наук Татарстана Мавзума Салахова на празднование 25-летия Академии наук Татарстана. И он там тоже выступал, участвовал. И здесь тоже есть. Дальше я хочу сказать, что я начал до сегодняшнего дня 10 книг написал. Вот начал «Восток глазами дипломата». Это опубликовал 15 лет тому назад после ухода в отставку с государственной службы. А потом, сейчас, буквально решил пересдать. Пожалуйста, садитесь, где есть место, пожалуйста. Не стесняйтесь. Решил пересдать. Причем, прежде чем пересдать, я перелистал и решил ничего не заменить. То, что я давал какие-то оценки 15 лет тому назад, они оказались, как мне кажется, актуальными. И характеристики, которые я давал нашим министрам тоже, ну так, субъективного характера. Я здесь описал наших министров иностранных дел от Льва Троцкого до... От Троцкого, был первым министром Троцкий, да, а потом уже Чичерин, да, до Примакова. Тогда еще другие, так сказать. Я служил при 5 министрах иностранных дел. Ну, во всяком случае, единственное, что здесь я добавил, это предисловие Ахтамзяна.
Абдулхана Абдурахмановича Ахтамзяна, который он посвятил мне на последнем издании научной школы МГИМО. Я его включил как предисловие, хотя даже без его разрешения. Не стал даже, там было быстро надо было издать, я думаю, он не обидится. Я ничего не изменил, что он написал. Это вот «Восток глазами дипломата». А потом 4 книги. Одного, так сказать, разряда, как бы так. Они сделаны в Видельпрессе, крупнейшем издательстве в Казани, издали вот эти 4 книги. 4 книги, связанные, называются «Ренессанс Востока», Альберт Эйнштейн и современные физики. Кстати, и здесь есть Ардас Хусаинович, хотя он не физик. Да. И удивительный квантовый мир. Это для физиков. И 5-е издание, лауреат Нобелевской премии Абдус-Салам. Абдус-Салам я писал 4 книги. 4 книги на русском, на английском языках. Вот о чем я хотел вам рассказать. Может быть, это немного скучновато, но если какие-то вопросы будут, я постараюсь ответить. Если вы кто-то из вас уже перелистал или читал, может, выскажет свое мнение, выскажет по этим книгам. А потом я раздам. Кому что нравится, вы возьмете их. Пожалуйста. Есть какие-то вопросы? Я готов. Я внимательно изучил, именно глазами ученого на них посмотрел. И хотел бы вот что сказать. Мнение, которое у меня сформировалось. Илдус Нуриевич Халиуллин, по моему мнению, является собой редкое сочетание ученого академического склада и живого, тонкого и умного практика дипломата, чутко улавливающего все перемены на шахматной доске мировой политики, видящего взаимозависимость фигур на этой доске и все возможные комбинации. Илдус Нуриевич – человек высокой культуры, образованности и компетентности в самых различных областях знаний. Это тоже очень редкий случай. Причем его энциклопедическая образованность, знание иностранных языков, поразительная эрудиция достигнуты собственными усилиями, а не благодаря государственному назначению на высокие должности или по полученным от властей привилегиям, как это часто бывает. Я внимательно прочитал все книги Илдуса Нуриевича и хотел бы о них вот что сказать. Вот в книгах «Восток глазами дипломата» и «Ренессанс Востока». Это, кстати, одна из последних 2016 года. 2016 года, «Ренессанс Востока». Вот эти 2 книги я хотел бы объединить и сказать о них следующее. Вот в этих 2 книгах Илдус Нуриевич предстает перед читателями как большой знаток Востока, как человек не только хорошо знающий, но и по-настоящему любящий Восток. Как известно, изучение Востока – занятие не только в высшей степени увлекательное и интересное, но и требующее специальной подготовки, знания истории и восточных языков. Илдус Нуриевич в совершенстве знает не только английский, но и урду, и татарский языки. Восток – дело тонкое, и поэтому востоковедами могут быть только люди с очень тонкой духовной организацией. Подобно тому, как у часовых дел мастера должны быть сверхчувствительные пальцы, так у востоковеда должны быть сверхчувствительные интуиция, ум и душа.
Я сам же работаю в институте востоковедения уже 60 лет. Поэтому знал многих выдающихся востоковедов. Действительно, совершенно особая профессия, да? И тут нужны особые профессиональные качества. Действительно, вот как у человека мастера должны быть сверхчувствительные пальцы, так у востоковеда должны быть сверхчувствительная интуиция, ум и душа. Вот именно этими качествами обладает, как это видно вот из этих книг «Восток глазами дипломата» и «Ренессанс Востока», их автор Юлдус Нуриевич Халиуллин. Позволю себе процитировать из книги Юлдуза Нуриевича «Ренессанс Востока», вот из этой книжки, главу, которая называется «Ренессанс восточных цивилизаций». В ней Юлдус Нуриевич пишет: «Восток гораздо труднее объединить в одно целое понятие, нежели Запад. В отличие от горизонтальных культур европейских народов, связанных с христианством, и культуры ислама, охватывающей большой географический ареал, культура Китая и конфуцианства, культура Индии и индуизма – это отдельные вертикальные культуры. Жизнь восточного общества, в отличие от западного, имеет свой непростой узор, не всегда понятную для европейца логику». Конец цитаты. Вот с этим утверждением Юлдуза Нуриевича я полностью согласен. Я тоже думаю, что нам, европейцам, легче понять, например, менталитет древних греков или римлян, чем стратегическое мышление современных китайцев или кастовые стереотипы индуистов. Потому что это другие цивилизации, понимаете, вот. Нам легче понять наших древних предков в Греции и в Риме, да, чем современного китайца. У них стратегемное мышление, они мыслят стратегемами. Или кастовое мышление индусов, например, да, труднее нам понять. Так что действительно вот это очень глубокую мысль Юлдус Нуриевич здесь высказал. Не перехваливайте, не перехваливайте. Нет, я свое мнение выражаю. Да, я понимаю. Большой интерес представляет книга очерков Юлдуза Нуриевича «Альберт Эйнштейн и современные физики». Да. Конечно, вызывает удивление и восхищение то, что гуманитарий по образованию Пишет о теории относительности, да, хотите сказать? Да, вызывает действительно удивление и восхищение то, что гуманитарий по образованию, благодаря своим незаурядным способностям и эрудиции, сумел в яркой, живой, увлекательной форме изложить основные вехи жизненного творческого пути и суть научных открытий таких знаменитых физиков, как Альберт Эйнштейн, Абдус Салам, несколько физиков татарского происхождения, здесь анализируются их труды. Очень интересно. Юлдус Нуриевич этими своими очерками убедительно продемонстрировал, что гуманитарий может быть гораздо лучшим популяризатором физической науки, чем сами физики. Такое в истории бывает. Дилетанты часто делают то, чего не могут сделать специалисты. Ведь «Титаник»-то строили специалисты, а Ноев ковчег дилетанты строили. Да, Какой результат? Дилетанта тяжелее поймать. Профессионалов быстро рассчитывает, а дилетанта не поймаешь. Да, «Титаник» сделал специалист, он пошел на дно. А Ноев ковчег, дилетанты, уцелело человечество благодаря Ноеву ковчегу. Юлдус Нуриевич цитирует шутливое объяснение Эйнштейном его теории относительности. Это Эйнштейн сказал: если моя теория относительности получит всеобщее признание, то в Германии скажут, что я немецкий ученый. Во Франции скажут, что я немец еврейского происхождения. А если не получит всеобщего признания, то в Германии скажут, что я швейцарский еврей. Я помню, где-то читал, кажется, в книге Кузнецова «Эйнштейн», что на вопрос, в чем суть теории относительности, Эйнштейн ответил так: когда у вас свидание с девушкой, то вам час покажется минутой,
А когда вас в аду черти будут поджаривать на сковородке, вам минута покажется вечностью. Вот это вся теория относительности. Эйнштейн всеми фибрами души ненавидел фашистов, нацистов и расистов всех мастей. Я вот специально захватил мою любимую книгу Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». А Илья Эренбург был в гостях у Эйнштейна в Америке. И Эйнштейн ему рассказал забавную историю. Эйнштейн рассказал Илье Эренбургу забавную историю, что одна молодая и красивая американка, защищая расовую дискриминацию, задала ему, Эйнштейну, распространенный в Америке вопрос. Что вы бы сказали, если бы ваш сын объявил вам, что женится на негритянке? Я, говорит Эйнштейн, ей ответил: не знаю, захотел бы познакомиться с невестой. А вот если бы мой сын сказал, что собирается жениться на вас, я, наверное, лишился бы сна и аппетита. То есть ненавидел расистов всякого рода. Он понял, что она расистка. Поэтому сказал, что если бы вот на вас он захотел жениться, я бы потерял бы сон и аппетит. В его глазах загорелся задорный огонек. Это Илья Эренбург вспоминает встречу с Эйнштейном, которого он был дома в Америке, у Эйнштейна. Я не раз задумывался над вопросом, как удалось вот этому татарскому юноше, родившемуся в простой крестьянской семье в деревне Кызыл-Яр Агрызского района Татарстана, приобрести такие энциклопедические знания. Приобретал все это. Вот эти вопросы я задумался на самом деле. Из такой глухомани, да, выйти из такой глухомани, как ему удалось приобрести такие энциклопедические знания, стать настоящим эрудитом во многих не только гуманитарных, но и точных и естественных науках. Я думаю, здесь возможно только одно объяснение. Из Юзефа Нуриевича Господь Бог перерождение поцеловал в макушку и одарил его очень ценным свойством, а именно вот такой неутолимой любознательностью. С детства он испытывал неутолимый голод к знаниям и старался как можно больше узнать, успеть и сделать. Этот голод, как бешеный пес, больно кусающий за пятки, гонит его вперед всю жизнь, не давая остановиться или передохнуть. Он же работает как папа Карло с утра до вечера, да? Вот сколько написал. И поэтому он так много уже успел сделать, я уверяю, сделает еще в будущем. Дорогой Юзеф Нуриевич, в вас горит творческий огонь, я желаю, чтобы он никогда не угас. Спасибо. Рядом со мной сидит профессор Алдас Хусейнович Курганов, к которому я отношусь очень, ну как сказать, с большой душой. Я с ним общаюсь по телефону или на конференциях. Мне можно будет сказать два слова. Вот я хотел, чтобы вы что-то сказали, сидя, пожалуйста. Да. Сидя, пожалуйста. Спасибо. 2 года, немного более 2 лет тому назад состоялся 4-й конгресс, Всемирный конгресс по проблемам ноосферного развития. Автором покойный является Вернадский этой идеи. И вот на этом конгрессе я присутствовал и доклад давал. Я пришел к выводу, что человечество препятствует своему умственному развитию. Есть специально люди, которые в этом направлении работают и довольно успешно работают, тормозят. Все дело в том, что природа, переводя от биосферного развития к интеллектуальному развитию, создал человека специально для того, чтобы он подумал
и решил проблемы спасения человечества и своей обители Земли, этой красавицы в космосе. И вот такие люди, как Юлдуз Халиуллин, это как раз вот представители, они продолжают вот эту вот идею, заложенную Бог весть когда, природой, что во главу угла надо ставить интеллектуальное развитие. Причем, что еще отличает Юлдуза, он пишет, что я сам понял, что кое-что я не знаю, будучи физиком, что мне непозволительно не знать. И поэтому я решил сам усвоить эти проблемы и потом дать им ход для проникновения в сознание масс. Вот что я ценю прежде всего в Юлдузе Халиуллине. Потому что беда ведь основной массы читателей и жителей вообще этой земли в том, что мы очень мало знаем, очень мало. Вы знаете, если это в процентах переводить, то там какие-то тысячи или миллионные доли знаний, ими даже вот в миллионных долях мы не располагаем знаниями. И вот такие люди, как Юлдуз, говорят: учитесь, друзья, ну что делать? Живем вот в таком мире, надо знать много. И он в меру своих сил, я думаю, чересчур даже мера эта чрезвычайно велика, издает по 6 книг и потом презентует один раз. Вот 6 книг издал и презентует сегодня вот в этом нашем коллективе. Вот я его прежде всего ценю за это. Причем интересно, что он сам следит за людьми, за деятелями и вылавливает среди них думающих и тоже открывает им дорогу, потому что многие и думающие, многие мыслители, они как-то плохо себя представляют миру, а он помогает представлять миру этих людей. Я уж не говорю о том, что такие люди, как он, поднимают свой народ. Знаете, вот когда любой человек другой нации узнает вот эти книги, перечень хотя бы только, и скажет, это написал татарин, это же надо, скажет, татарский народ-то какой. Вот меня это, знаете, особенно, может быть, в старости это я подчеркиваю. Вы знаете, мне это прямо масло в душу мне. Вот когда мой народ имеет таких сыновей. И это знают уже другие люди, потому что они, юлдузы, не молчат. Они вот пишут и публикуют. И ведь мало сказать, что все это в основном, как правило, за свой счет, друзья мои. Я вот в науке 70 лет с лишним, ни копейки ни за одну работу не получал и не получу уже. Было бы хоть на смех курам, хоть перед смертью за что-нибудь. Дали специально сказали, вот за ваш такой-то труд, за вашу вот такую-то книгу. Хотя бы так вот сделали. И то было бы как-то приятно. Но я надеюсь, что нет, не будет этого. А вот он, Юлдуз, так, по-моему, у него и мысли такие не возникают. Ну вот в данном случае, конечно, он очень уважаемый в республике человек. Ему помогли. Я не думаю, что он карман выворачивал, когда публиковал эти книги. Но ведь работа
А сколько эти публикации всякие. Это машинистки. Ну, теперь уже интернет работает, компьютер. Все же это труд огромной, невероятной силы труд. Очень много усилий требуется. И он бескорыстно делает. И вообще вот, я думаю, последние годы как-то татары стали более видными. Вот я очень доволен книгой Гузель Яхиной. Она, Зулейха, открывает глаза. Вы знаете, вот женщина написала по-настоящему мужской роман. Хороший роман написала, мужской. Не женский, отнюдь не женский. Хотя было бы неплохо, если бы больше был даже более женским, с моей точки зрения. Но вот на нее укажешь пальцем, вот она татарка, написала такую вещь, которая получила лучшую премию, самую большую премию, русскую премию получила. Русские не больно-то, я думаю, любят давать подарки другим. Но вот в данном случае пришлось отдать татарке. Вот, друзья, мое мнение такое. Надо сказать спасибо таким людям, как Юлдуз. Большое спасибо. И просить его, чтобы он продолжал в этом же духе. Он еще мальчик, ему всего 80 лет. Еще, знаете, по крайней мере, лет 20 он еще должен писать. Иншалла, иншалла. Да. И будет писать. Я надеюсь, будет писать. Ждем. Вот. Причем, вы знаете, вот что характерно в деятельности этой категории писателей, этой категории ученых, как Юлдуз, они же неизвестных людей подчас. Вот, допустим, этот Абдус-Салам, я даже не слышал, а теперь знаю, благодаря Юлдузу, что вот есть такой в нашем ряду мусульман, так сказать, восточных людей, такой крупный человек. Вот и что интересно. Ведь беда в том, что многие работают как бы в ящик. Пишет, публикуется даже, но его никто не знает. Вот задача, даже, вы знаете, крупные фигуры. Вот, например, Ленин же Оболган. Ленин. Оболган. Он очень плохо понят, он до сих пор не понят в своем последнем предсмертном развитии. Он так шагнул, то ли так далеко шагнул, что ни до кого так и не дошло. Что же он сказал? И почему он это сказал? Вот это я к тому, что мы сейчас приближаемся к столетию Октябрьской революции. Вот я специально написал работу о связи этой революции с наукой. И пришел к выводу, что марксизм не научная теория, и к науке не имеет никакого отношения. Вот такие проблемы. А кое-кто вынашивает идею еще раз повторить, еще 100 000 100 000, а то и побольше положить на плаху социализма. Так, не потому что социализм плох, он очень хорош, но он нереален, вот что. Вот беда какая. Надо реальными делами заниматься, а не выдумкой. А это выдумка. Реальные дела совершенно другие. Одним словом,
Юлдуз Афанде, Ай, дай Бог тебе, хотя я не верующий человек, но, может быть, ты верующий, я не знаю, жить долго, творить в этом же духе. Ты краса и гордость нашего народа. Причем далеко от родины, и все время ты следишь за Татарстаном. Я знаю, как ты, вот, например, моего близкого друга Амирхана Яники специально даже приглашал в гости, будучи послом в одной из Непал. республик восточных. Но он не приехал. Испугался. Далеко говорит. Ну, Самолет довел. Спасибо. может быть и так. Спасибо. Спасибо огромное. Ясность мыслей поражает. Вы все как-то четко, ясно выражаете, независимо от того, о ком говорите. Спасибо вам огромное, мне было приятно слушать. Вы знаете, мне было приятно со стороны Анатолия Михайловича Хазанова и Ардаса Хусаиновича Мурганова слышать. Очень даже неудобно даже такие слова Мы слышать. присоединяемся. Вы знаете, давайте тогда немного восьмидесятникам, если так я говорю, восьмидесятники, тем, кто возраст свыше 80 лет, я их не перебиваю, не останавливаю. Но кто помоложе, может быть, они скажут очень коротко. Вот передо мной сидит, я его часто вижу, на вашем, так сказать, праздновании тоже был Мирзахид Халитович. Он умеет четко, ясно, коротко говорить. Давайте представим ему слово, я не знаю, что он Дорогой хочет Юлдуз сказать. Нуриевич, очень лестно, что вы создали такие книги поучительные для всего российского народа, не только для татарского, но и те люди, те нации, которые населяют Россию, для них это неисчерпаемая чаша, из которого могут долгие годы черпать этот кладезь, и она неисчерпаемая. Большое вам спасибо за ваши труды, большое спасибо, что пригласили, и создателем этого кворума, чтобы в дальнейшем продолжались такие встречи, пусть расцветает наш Татарстан, слава Татарстану, что вы есть такие люди, вышли из Татарстана. Спасибо. Еще кто-то хочет, может, что-нибудь скажете? Я вас не знаю. Ну, два слова. Скажите о себе. Я Рафаил Ислам. Да, Рафаэль Афанде, скажите. Я, конечно, могу присоединиться Мухаммед Афенди, но я сейчас не буду говорить об этом. Вы последнюю новость слышали? Какую? Все. Да, Лейса. Про мировой океан. Я слушаю радио довольно много. На глубине, вчера я такое сообщение услышал, на глубине 400 километров. 400 километров на глубине нет. 11 километров самая глубокая часть океана. 400 метров. Марианская впадина. Понимаете, имеется в виду там 11 километров. другой океан. Да, это имеется в виду. Я повторяю. На глубине 400 километров ученые открыли колоссальный океан внутри. Вот этот океан воздействует на жизнь всей Земли, оказалось. И вся вот эта экология, климаты и все прочие явления, вот современная наука достигла возможности это открыть. Я думаю, вы скажете два слова об этом, но вы сами, кажется, не знаете об этом. Нет. Вот я пришел, как говорится, ко двору. Пришел, Пусть будет сообщение новое всем сообщил. Да. Поинтересуйтесь все в интернете, найдете там. Что-то контр-адмирал хочет. Очень коротко. Это
Ахат Газизович, Юлдус контр-адмирал, Нуреевич. военный, он литератор. Антон Она во всем, Помнишь, что он был он капитан пишет Газ. в последнем номере его стихи в татарском мире Но опубликованы. мы сегодня о ваш будем Да, говорить. да, А да. вас Ну, говорить. коротко, А вас? пожалуйста. Вы А еще не все- являетесь восьмидесятником, поэтому коротко. Ну, я близко к 80. Да. Остался годик всего. Коротко, пожалуйста. Молодой еще. Дорогие друзья, я знаком с Юлдус Нуреевичем не так много, всего 7 лет. Но близко я с ним познакомился на презентации книги о Абдус-Саламе, Нобелевском лауреате, пакистанском великом ученом. Это было в Москве в прошлом году. И меня поразила именно глубина мысли Юлдус Нуреевича, который настолько здорово рассказывал нам об Абдус-Саламе, с которым вы так много лет работали. Так. И поэтому новые его книги для меня были ну, как бы подарком, понимаете, для меня. Я сам гуманитарий всего только лет 7, а до этого я был технарем. Поэтому больше всего в его книгах меня поразило именно то, что он, оказывается, переводит современную татарскую поэзию на английский язык. Вы понимаете, это не каждому дано. Я вот только помню, как у нас был, помните, он ушел из жизни недавно, так? Который перевел Коран о Бухараеве, так? Я помню, мы с ним были знакомы, на его присутствовал, значит, в презентациях. Да. И вот в книгах Юлдус Нуреевича особенно мне понравилось эссе о Бурхане Шахиди, это китайском государственном деятеле татарского происхождения. Многие даже этого не знают. И я этого не знал, узнал только из книг Юлдус Нуреевича. Ну, о пакистанском ученом Абдус-Саламе, лауреате Нобелевской премии, вот, тоже по физике это для меня было открытие большое. Хотя я учился в Казанском авиационном институте и пытался постичь теорию относительности выдающегося физика Альберта Эйнштейна, но к своему стыду так я по-настоящему и не смог понять эту гениальную мысль. Эйнштейну было 26 лет, когда он... Да. 26 лет. Но я единственное, что как в настоящее время литератор, когда я стал читать Альберта Эйнштейна, то прочел у него одно выражение, которое, мне кажется, он взял у Габдуллы Тукая. Понимаете, Габдулла Тукай в своем стихотворении «В чем сладость жизни» сказал: «Лишь служение народу», он придает значение служению народу, видит сладость жизни в этом. И те же слова в 1955 году сказал Альберт Эйнштейн, что истинное счастье можно найти только в служении обществу. То есть я, конечно, не уверен, что он читал Габдуллу Тукая, но то, что у них общность, это говорит о том, что гении, они, как говорится, думают одинаково. И что вот он углубился, я имею в виду уже Юлдус Нуреевича, в квантовую физику и стал изучать жизнь элементарных частиц и законы их взаимодействия. Для меня это было поразительно. Это же дипломат. Он сам сказал, что он гуманитарий. И я горжусь тем, что вот сейчас нахожусь вместе с вами в обществе дипломата. А мне дипломат близок не потому, что только Юлдус Нуреевич дипломат, а мой дядя в 1943 году в Москве, в МГИМО, экстерном закончив МГИМО, был сразу же в 1943 году послан в Манчжурию работать, а потом был дипкурьером, посетил 165 стран. И вот если бы мой дядя, значит, жил бы, Рашид Касымович Мухаметов, так, то ему бы сейчас бы исполнилось 103 года. Но он ушел уже 20 лет назад. И что я хочу сказать, что когда я рылся в его рукописях, я нашел выражение, кто такой дипломат. Я сейчас заканчиваю. Вот только хочу вашего коллегу, моего родного дяди, записки.
кто такой дипломат. Вот посмотрите. Дипломат – это человек, умеющий скрыть больше, чем знает. Здорово же, правда? Да. Дипломат, а вот то, что сказал Черчилль. Дипломат – человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать. Дальше. Дипломат – это человек, который знает 100 синонимов к слову «нет». Ну и последнее. Я думаю, что это относится и к вам, Илдус Нуреевич. Вы человек, который помнит о дне рождения дамы, но забывает о ее возрасте. По-моему, это относится к нему. Он однолюб, у него жена прекрасная. На одном из презентаций она присутствовала. Хорошо. И так он на нее смотрел влюбленно. И она на него влюблена. То есть дай Бог вам Спасибо. здоровья и жизни. Спасибо, спасибо. Вот вы говорили о стихах. Вообще переводить с родного языка на чужой язык стихотворение очень сложно, но я четверстишие только прочту. Хорошо. Это мой друг, слепой татарский поэт Фазыл Шейх, с которым я общался, написал великолепные стихи. Четверстишие прочту. Называется «Инкиратле». «Инкиратле». По-английски это легко можно передать «the most important», но я перевел по-другому, потому что содержание не звучит так. Untold words, невысказанные слова. «Инкиратле берсүз табылмады, күңелеңә барып җитәрлек. Инкиратле фикер табылмады, юлларыңа нурлар сибәрлек. No splendid words that time I could find. I wonder why songs escaped my mind. Believe me, those words they were told could live in your heart, they were gold. То есть здесь переводить не только просто так, механически, а как-то надо, чтобы перевод с языка родного на чужой язык также сочетался с лирикой, с устройством того языка, на который ты переводишь. Это сложное деяние, здесь трудно что-либо долго работать. А что касается, конечно, Абдус-Салама, это 5-е издание Абдус-Салама. Впервые 10 лет тому назад издал, а потом его перевели, просили издать на английском языке в научном центре, ядерном центре в Дубне, на английский перевели, издали там, а потом английское издание я презентовал в Лондонском университете, а потом пригласили друзья Абдус-Салама в Соединенные Штаты презентовать там. Вот Абдус-Салам прошел через мою жизнь в течение 20 лет. Я ее слушал 50 лет тому назад в Лахорском университете, родном университете о квантовой физике. Оттуда и осталось. Я прошу извинить, мы, может быть, заседаемся сильно. Может быть, покороче скажите, кто чего хочет. Пожалуйста, мадам. Представьтесь, как вас. Знаете, меня зовут Гузель. Очень Я инженер-технолог по образованию, но я хочу сказать, что без всякой ложной скромности вы относитесь к тем людям, которые давно надо уже перечислять как национальное достояние. И все, кто присутствует здесь, да-да, все, кто присутствует, все, это очень здорово, что все собрались. И, вы знаете, и спасибо и этому дому, и товарищу репортеру Шамилю, да. Но, вы знаете, я видела по Триколор ТВ, да, Планета ТНВ Татарстан, как брал он у вас интервью Инляр Киямов, да, где вы читали стихи. Очень была насыщенная передача, очень, ну, и было понятно, что многое не вошло в рамках этого часа, да. Вот, и помню еще в последние ваши пожелания, чтобы снять фильм о гениальном разведчике Ахмерове, что о нем. Что вы могли бы сказать еще вот о ваших связях? И вы знаете, и очень жалко, что когда мы очень много узнаем о казанских ученых, деятелях культуры, искусства, науки, сколько много, оказывается, достойнейших людей. И почему, и жалко, когда нету их, это ТНВ Планета, да, вот Татарстан, чтобы можно было транслировать опять по спутникам на все, вот и сегодняшнее, и ваше географическое, от Маолы Ушаковой вам большой привет,
Вот. Все вот эти люди, жалко, что вот как-то вы с ними поддерживаете связь, чтобы вот освещать и события в Москве происходящие вокруг вас тоже. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Разделчика. Вот Шамилем мы сделали, он поторопился, он даже в интернет об Ахмерове отправил, но иногда искажает, иногда критикует. Нам надо было, конечно, документальный фильм попытаться о нем сделать. Это одно из моих таких актуальных пожеланий. Получится ли, не получится, не знаю. Это была личность выдающаяся, безусловно, но молодцы. Он родился в Троицкой, там жил всего 2 месяца. А там открыли в Челябинской области памятник в его честь. Это не молодцы. Он прожил 20 лет в Татарстане. Никто ничего не пишет, к сожалению. Я опубликовал в журнале «Татарстан» 10 лет тому назад о нем. Никаких комментариев, никаких, так сказать, предложений было много. Ну, здесь трудно. Я не хочу никого критиковать, но во всяком случае эта проблема нелегкая. Спасибо большое. Вот еще контр-адмирал. Контр-адмирал. Я без очень повторов. кратко буду. Да. Вот жалко, что среди вот этих книг, которые вы держите в руках, нет книги, которую мы Илдус Халиуллиным выпустили, называется «Мир вокруг нас». Та книга, чем отличается от этих книг, это я тоже могу сказать, хорошие книги, да, но вот эта книга «Мир вокруг нас», он гораздо более, ну как бы, ближе к народу, к людям, которых вообще-то Илдус Халиуллин знал очень близко. Это вот такие люди, как Амирхан Деникеев, о котором говорил мой друг, тоже. Я начинал с тех книг, печатал, я вообще-то могу сказать, вообще, ну как издатель работал. Одно время после демобилизации из вооруженных сил в чине капитана 1-го ранга, он меня, конечно, величает адмиралом, но я хочу сказать, что, знаете, вообще Илдус, он чем отличается? Он, как вот говорит сейчас уже как поисковик, с терминами интернета, он поисковик хороших людей в нашем обществе. Он поисковик хороших научных открытий. И это, вообще-то сказать, у него может быть вторая профессия или второй дар вообще жизни. Он всегда находит то, что он ищет, и отражает в своих записях, книгах, статьях. Каждая практически газета НГНУК выходит его работами, так сказать. Он постоянно в поиске и постоянно он находит интересы среди нас, живущих в этом мире. Дай Бог ему здоровья, долгой лет жизни, спасибо, чтобы у него не погас вот этот дар. Пора уже, пора. Да. Спасибо. Давайте дадим коротко молодым. Вот здесь сидит молодой доктор медицинских наук. Молодой, ему лет 30-35, но он уже доктор медицинских наук. Он присутствовал на одном из презентаций, может, вот в 2 словах скажет пару слов о том, что перелистал он это или нет. Не в Новосибирске Они умеют... защищался, нет. Что вы? Не в Новосибирске защищался, нет. Нет. Ну, Здесь, в Москве, защищался в 2015 году. О себе пару слов скажите. Я доктор-невролог. Я думаю, этого достаточно будет. Для меня большая честь, я уже говорил, познакомиться с Илдус Нуриевичем. Он недавно совсем получил книги. Илдус Нуриевич пока, к сожалению, не успел их прочитать, поэтому по существу мне нечего сказать, но для меня, конечно же, огромная честь присутствовать на этом собрании, общаться с такими людьми. Это дает огромную такую внутреннюю поддержку. Вам долгих лет творчества,
активной, долгой жизни. Ну, спасибо. Вот коротко. Второй молодой человек сидит, кандидат технических наук НАЭЛь. Он тоже просмотрел. Да, он тоже может так коротко выразить, чем мы. Начал изучать, но вот сегодня выяснилось, что еще одна книжка, оказывается, есть, а вот у нас ее нет, про мировой океан. Да, там не было, да, Вот. я раздал уже нашим ученым. А, не досталось, да? Да, раздал. Действительно очень... как сказать, да, честь присутствовать при таких мероприятиях, видеть заслуженных людей. И присоединяюсь к пожеланиям еще раз вам издавать, писать дальше, и как минимум 20 лет продолжать здоровье. Спасибо. Вот коротко. Вот девушка сидит там далеко, что-то хочет, улыбается. Юлис Нурич, я всегда поздравляю я вас вот с презентацией. Я всегда вашими очерками знакомлюсь в татарском мире. Там редко пишу. Редко, но метко. И мне приятно присутствовать. И обязательно я познакомлюсь. Я не успела познакомиться, поэтому я просто горжусь, что среди нас есть наш соотечественник, біздің милләттәшіміз Юлдус Нурич. А вот рядом сидит вот. Я тоже погромче, пожалуйста. Плохо сам слышу, но могу сказать. Слушай, а чем вы занимаетесь? И вот проблема ноосферы занимается у нас такой есть академик Новосибирский, вы знаете, и казахские ученые еще один. Они как бы в паре развивают, занимаются проблемой ноосферы и собирают форумы, пишут хорошие книги. Они как бы продолжатели дела Вернадского. Вот вижу, что из нашей среды татар, вот вы тот ученый, который вот в этой сети можете продвигать, делать какие-то успехи. Успехов вам! Спасибо. Если бы сегодня не хватало, я бы очень много потеряла. Погромче. Я бы очень много потеряла, потому что я сегодня по-настоящему получила огромный подарок от татарского народа в целом. А от вас я тоже получаю. Давным-давно мы с вами знакомы, и каждый раз с нашей встречей я облагораживаю в свою душу. Вы настолько мне симпатичны и настолько тактичны, все замечательно, когда с вами встречаешься, идешь и размышляешь по дороге, а как дальше быть и как дальше жить. Вы меня так вообще вдохновляете. И нет, я не кончила. И я хочу продолжить вот о чем. Я тоже горжусь своим народом, и что в народе столько у нас всего интересного, но что-то я мало про них читаю. А ведь действительно, можно кому-то этому заняться, но я этим займусь, я вам обещаю, потому что это нужно обязательно посвятить тому, чтобы наших высветили. Так нельзя. И в настоящее время я очень благодарна вам, благодарна за то, что я получила книжку, я обязательно ее прочитаю, обязательно штудирую. Благодарю вас за все ваши труды, желаю вам, я скажу по-татарски, Аллах Та'аля берсин саулык, слямәтлик, сабырлык. И все это, пусть в совокупности отразится и на нас. Вот за это я спасибо, но к этому еще прикладываю. Прикладываю минутку. Я очень Секунду, еще одно слово. Я хочу, чтобы при всех все слышали, мы вас попросить должны, чтобы вы после прочитки этих книг еще раз с нами встретились. Будут вопросы. Я надоем вам? Нет, наоборот. Вот этого я желаю. Это только начало. Это уже продолжение Спасибо, спасибо. Сесть на седре, как шигас. Давай, дорогая. Она молчаливая, я ее перебиваю. Не-не-не. Новые книги ваши я не читала, а вот прочитала книгу на стыке 2 тысячелетий. Замечательная книга. Существует энциклопедия. Значит, здесь о наших ученых написано. Вот, например, возьмите, это кого хотите. И вообще эта книга, по ней можно сейчас узнать историю татарского народа. Посмотреть, прочитать. Замечательная книга.
И об Ахмерове написано, о Нигматуллине, Роберт. да, Роберте. И не только о нем, а самом Нигматуллине, о его сыне, что он тоже в науке. А дочь у него, какое сейчас сделали они открытие, она где работает. Ну, короче говоря, о Каримуллине, о ваших друзьях тут написали. Замечательная книга. Спасибо. Короче, ну, кто хочет... О! Передо мной сидит, как-то так очень скромно, молчит, симпатичный человек. Два слова скажите о себе. О себе я говорить не буду. Я говорю два слова. о присутствии. Анатолий Михайлович к нам пришел, Алдас Хусаинович. Хорошие люди, очень уважаемые. Приятно, что собралась аудитория, которая интересует те вопросы, которых вы освещаете в своих книгах. Здесь сказали немножко о Китае, я вспомнил, недавно я прочел книгу Бушков. Вы знаете, который пишет детективы и так далее. А он выпустил работу, называется «Белогорье». Это Седзяно-Угорская провинция, значит, которая переходила сфера интересов Китая и царской России, и КНР, и, значит, советской власти. Вот. Очень добротно, очень капитально, со ссылками, с рапортами, с документами и так далее. Скучно. Почему? Вот он пишет свои детективы, очень интересно, взахлеб. А когда он переходит на описание исторических событий, у него получается, в отличие от ваших книг, я читаю с удовольствием, Юлдус Венди, у вас душа живая, вы страдаете, переживаете за то, что вы беретесь и выполняете все с большим удовольствием. Значит, мы правильно сказали, что это первая ступень, наверное, первая встреча. По существу содержание книг мы сегодня не рассматриваем. Мы отмечаем ваш вклад. А содержание, мне кажется, должно быть в последующих встречах. И еще, значит, отмечает его высокую эрудицию, его, значит, постановку вопросов. О глобализации мы не говорили, о столкновении цивилизаций. Да. Это очень серьезные вопросы. Это будем обсуждать впереди. Впереди у нас большая тема. Наша Великая Октябрьская социалистическая революция. Некоторые из нас пережили, мы знаем плоды и хорошие стороны. Я из пионерского детства, из хорошей стороны и отрицательной стороны. Мы должны все это обсудить и понять свою, так сказать, роль в происходящих событиях. И у меня такое пожелание. Вот мы каждый день по телевидению смотрим. Собирается аудитория, Роман Бабаян, потом Соловьев и другие, и которые очень взахлеб обсуждают одни и те же вопросы. Ну, просто даже смешно, понимаете? Любой человек, причем они перебивают друг друга, они так настырно обсуждают одно и то же, толдычат. Просто мне даже стыдно, понимаете? Как народ не может понять, что нельзя так бессовестно эксплуатировать человеческое внимание. А люди, конечно, интересуются новым. А новизны-то нет. Вот сегодня мы придем, и опять 2 часа будем одно и то же слушать на разных каналах. Юлдус Эфенди, давайте так, может, от лица собравшихся мы какое-то выразим мнение о том, почему нет свежих идей на телевидении. Нет, с провинции не выступает, есть достойные люди. Как бы вы осветили это аудитории, любое ваше выступление прозвучал бы в нужном контексте. Мы нуждаемся в таких людях, как вы. Отлично. Спасибо большое. А я не в состоянии ответить на ваши вопросы. Это Алдас Хусаинович на некоторые вопросы делает попытки отвечать и отвечает, но я
на эти вопросы не могу. А Спасибо. сфера интересов очень широкая, и вам всегда найдется место. Мы просим, чтобы вы вышли на аудиторию более широкую. Это не так просто. Это не... Вот. А вот плохо, что не просто. Ну, Нет паспорт наших скажете, людей, никто. или вы далеко сидите, я не вижу вас. Да, конечно. Я прочитал о вас в татарском мире. Татар дүниясы газетасында оқығаным Бахадир турында стена түзген шушы Қытай. Да. Мына шушы бик зур язу яхшы язгансыз. Здесь в книгах есть, это да. Я просто на татарском сказал. Китайцы построили стену благодаря богатыру. Татарский был такой вождь, скажем так, я его года 3 назад или больше прочитал. Вот эту статью, и как бы она очень сильно запала, я помню, в душу, потому что китайская стена уже стоит более 2000 лет, да? Около того. Вот, так что это благодаря вам, спасибо огромное. Об этом писали, не только я, много Ну, писали. по крайней мере, я с другого угла вошел. По крайней мере, я только единственный от вас и узнал из этой газеты «Татарский мир». Именно от души. И я частично включил. Я тоже 25 книг написал. О, да. А где же они? Не показываете? Не, я скромный образ жизни веду по жизни, но они в самых крупных библиотеках России. Библиотека Ленина. Под какой фамилией пишете? Хисматуллин Риф Шайдулович. Я шеститомник издал, собрание сочинений. В прошлом году 3 тома, в этом году 3 тома. И в прошлом году еще я 3 книги написал. Роман, сонеты, 300 сонетов. Это было бы интересно. Но последнее еще скажу. Я выпускник театрального училища имени Щепкина. Татарское отделение. Мои сокурсники в Казани, в театре Галиаскара Камала. Известный из них стал Ильдус Абрахманов, Айрат Арсланов среди мужчин и среди девушек, уже женщин, стали Ильсия Гайнуллина, Марьям Юсупова. 4 остались. А Манула, наш был староста, а Манула, он идет под этим псевдонимом в Казани. Вот так что от души. Я в сольные концерты даю в закрытых организациях, поэтому неизвестный. А в открытых нет? Пока нет, пока нет. Ну почему? Я четверостишие прочту на татарском языке. И как бы... И туган тел, и матур тел, әпкемен кемнің тілі, дүнияда көп нәрсе білдім, син туган тел арқылы. Жырларым сышытып йөрәгемдә, ил қырында шәшәк атыгыз. Күпме сездә булса көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Габдулла Тукай, Муса Җәлил һәм менә тагы соңгысы, өченчесе Наҗар Нәҗми, татар теле, шигырь дип атала. Өчесе дә киткән инде, Наҗар Нәҗми, татар теле. Туган җирең Идел буе, һәр телнең бар туган иле, туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Акыл япкыч бәйләсәләр, янып тора кызлар биле, кызлар кебек шат чырайлы, ачык йөзле татар теле. Халкың кебек уңган да син, хезмәттә син көне-төне, ир егетләреңдәй дәртле, гайрәтле син татар теле. Фәннән сине айырса да, гасырларның афәт җиле, ак сакаллар кебек олпат, акыллы син татар теле. Муса Җәлил кебек җиңдең бөтен җирне, Габдулла Тукай кебек мәңге яша татар теле. Слово для того, чтобы округлять, я хочу дать человеку, который оказал содействие в организации этого мероприятия, чтобы каким-то образом другого предыдущего мероприятия, которое было впоследствии Татарстана 2 недели тому назад. И этим человеком является очень скромный, но очень активный, деятельный человек Ринат Шакирджанович Сабирджанов. Минанар хотел
пару слов для заключения дать и этим завершить, а потом я, если пожелаете, раздам и подпишу книги, чтобы уже не тянуть далеко. Пожалуйста, Ринат Ибн Сабирджан, Ибн Шакирджан, Ибн Сабирджан. Америка Судетимали, он техническое делал, ну, как бы, техническое содействие в строительстве новейшей мечети. Он одним из тех деятелей, которые действительно являются участником создания этой соборной мечети и до сих пор имеет какое-то определенное отношение к проведению определенных работ технических там же. Он человек верующий, и когда мы были, отмечали его 70-летие, прекрасной обстановки при мечети, и действительно мы были поражены, как это делается по-настоящему, по-татарски, по-мусульмански такие праздники. Ренат, заключай, а то уже пора закакить-ты. Многоуважаемые гости, мне очень приятно присутствовать на этом мероприятии. Многоуважаемый Илдус Нуриевич, большое вам спасибо за столь высокое доверие, чтобы как бы это все завершить, мероприятие. Если, конечно, мне хватит столько же темперамента, столько же знаний, как у вас, может быть, мои слова были бы более красивые, более так содержательные. Но так, как вы сказали же, я технарь, но я могу там чуть-чуть технические вопросы решать. Но я что хотел бы сказать. Действительно, вот Илдус Нуриевич, но настолько активный, просто когда узнаешь от окружающих, от всех вас, его деятельность, его жизнь, то поражаешься не просто его такой активности, а его любознательности. Потому что этот человек действительно дипломат, ну, вроде бы человек, который должен только говорить больше, а познал эти науки. Это он познал науки и все это расписал так просто, читаешь, и вот я уже готовый физик. Понимаете, вот эта простота, она подкупает, она заставляет это читать. Легко очень читаются его книги, очень легко. Но просто она не затрагивает, ну, я уж не знаю, настолько просто, что увлекаешься этим чтением. Я хотел бы чуточку продолжить ваш стих, который вам там читали. Если продолжить то стихотворение, там еще продолжение есть. Кімнің ушағың янмас. И, да, значит, естественно, жылда келмес. Значит, это Пуруща скажет, если у человека нет своего очага, который горит, значит, нет тепла, значит, этот человек, значит, он, если нет тепла, значит, от него нет энергии никакой окружающим. Следовательно, вот понимаете, вот важно, чтобы у человека, у него всегда в душе вот это горело. Если она будет гореть, он не забудет свой родной язык. Он будет любить свой народ. Он не забудет үзінің тарихын. Понимаете? Но если бы ушақ янмаса, ол кіші юғала. Вот Манишунды, Илдус Нуриевич, вот такие прекрасные стихи нам показывает, читает. Когда я читаю, думаю, вот она, Мандавит. Я об этом думаю. И вот Илдус Нуриевич меня вот это вот шуда кшишлай яза. Бір вақытна, ағдаса өйілі сөйләшкен вақытта, мәтем адаса бейт қызыққына. Мен оқим сені, бек вингілі оқыла, мен мұны білем. Он мне говорит, Ринат, ты, в этом-то и философии, да, чтобы кішінің фикрлерін біліп ты, язырға ты, китапқа ты, и сізді өкіпті аңларға тиішті, что сіз мұны өзіңіздің бұл фикіріңізді месеге қайтарып бердім де. Вот нешек, мне была такая глубокая мысль. Поэтому, Илдус Нуриевич, қадірлі менің, бәгірлі менің, арысланым менің. Сізге сіздің энергия білән тұптарға ярамай. Дәсеттілер, керек біздің халықны көтеруге. Біздің халық
500 ел инде басып бардылар да инде безгә юл бирмәделәр, как моны энциклопедия язылган, ул российский энциклопедияга, что безне татарларга татарские вузы, то есть технические вузы не принимать. Почему у нас много поэтов, много этих самых купцов и так далее. Там, ну, вот такие обстоятельства были. Что еще, Юлдус Нуриевич, вы освещаете, мы бу безнең белемле кешеләрне. Ул безгә бик тә якын. Ул безгә, Юлдус Нуриевич, беләсезме? Мин үземне әйтим. Мин Великий Новгородта тырдым. Урысиясында инде. Газет чыгадыр бер заманда, кто награждается какими медалями. Мин бу правда наладырым да. Карыдырым. Кой бар микән монда татар фамилияләре юк микән? Беләсеңме, моны күңелдә безнең бу характ янсын. Без татар икәнне. Ул без янсак үзебез. Ул җылылык тарала. Шул өчен моны Юлдус Нуриевич безне яратабыз. Сез моны бу елны таратасыз безгә. Шуңа сезгә исәнлек, саулык. Исәнлек, саулык, исәнлек, саулык сезгә тим. И в будущем больших работ. Ринат Шакирҗан, бик зур рәхмәт. Минемчә, тамамларга кирәк. Бик озакка китә башлады. Бик зур рәхмәт барыгызга да, вакытыгызны алып килгәнсез. Спасибо большое всем. Я сижу между двумя видными профессорами двух национальностей. С одной стороны, великий востоковед профессор Анатолий Михайлович Хазанов, с другой стороны, великий татарский профессор Ахас Хусейнович Курганов. Это говорит о том, что это единая волна, единое содружество, сотрудничество всегда нас ведет в правильном направлении. Спасибо большое. Если нужно, давайте что-то выбирайте себе и напишите. А у меня есть что писать. Можно писать. Просто, да. А там да? Это в семье. Видите, там что-то она презентации марта, презентации надо хотя надо набирать на торговлю YouTube. И там потом да. Нет, так книжки не знаю. Он скромничает, я его написал на видео. Молодец. Ну смотри.
Шамиль. Да. Она не новая, в 63 году ее получили. А это вот эту новую шили. Ну такая же, как у меня есть, но она мне уже новая. Все-таки прошло 55 лет. Да, после того, как первый раз одел форму, 55 лет прошло. Не спеши, не спеши. Здорово, жить здорово. Я вам все или проведу, вы знаете, или Конова, или Конова. Да. Ну как же это история наша. Вот то, что вы снимаете, это история. Это такая живая история. Надо беречь ее, сохранить. 14. Где? Как называется? Это лекция или что? Значит, я понял, коронитель гуманизм 16 часов 11 числа, да? В Доме национального. Сейчас. Понял. Хорошо, я понял. Да, 14, 16. Хорошо, я могу сейчас. Ну ты к Илдусу подойди, скажи, что он сказал. К Илдусу подойди, как он скажет. Где ее? Вот Илдус Нуриевич, вон, в желтой рубашке. Подойди к нему. Тихонечко скажи. 14 декабря в Доме национальности будет презентация книги Тауфика Ибрагима «Хронический гуманизм». 14 декабря в 16:30. Да. Тауфик Ибрагим. Мы продублируем. Спасибо вам, то, что вы... Рахматсина. Көп яша, сенейсің, яшаймыз дейді. Her vakit. Sağlık. Haller içinde, yaşayımız dedi. Yarın, Muhammed. Bir sene olmayayım. Bir sene olmayayım. Yakşı. Avullarga bargan işinden, Ayber kitapı. Ondan peki Zeynullerinde otursun. Tutartılır. Мухаммед, ты укладно нас не сразу, после всего. Последнего. Они одновременно. Уже начали? Да, давно начал уже по программе.
Onda bir dünya informasiya yolma söz yok onda. Balıklı terbiyeler, yediler, müsüksünlerden çıktı. Нет, спасибо, спасибо. Не, спасибо. Чай только один чай. Не, спасибо, спасибо. Рифату. Меняем Ханум. Минуточку, можно вас? Можно, ну а сейчас еще. Хусейн Апа. Тоже подойдите. Шанды, конечно. Ну хорошо, бери. Да, ничего в этом плохом не будет. Татарский. Шевченко тоже произошло. А, есть украинский. Не только Максимляна, а Я не буду таскать. Вот, кстати, Ну зря подарок. Если он еще 12 примеров там татаров. Но татары там есть, надо им татар раздать. а вообще, у нас хорошо бы свое тоже. У меня там сзади есть, сзади. Почему есть Ну давай, учебный ладно. регион Завтра увидимся. Франции, где каких-то нет. не шляпсам, халяницы болды. Кимлике. Вот, тене. Кимлике хали. Вот разно. Даже не знаю такого. Твоя невеста, что ли? Его невеста? Нет, Ее. Ее невеста, да. А, я тебя поняла. Я какая-то догадливая. Сделай, давайте подсвечу. Все. Завтра теплее одевайтесь только. Есть, я пришлю вам. Ты сколько уже? Альберта, Море. Не видела, Ладно. А где наши сумки, ты не знаешь? Куда еще? Да. Иди отъегай. Это моя сестра, которая живет Вы студентками, да? Это студентка. А вот кем? А вот кем? 50 лет, 15 года тут он говорит. Кем был? Ну, ей уже под 50. Ну, артистка, может? Нет, я учительница французского. Понятно. Сняли? Вот кто-то. Все. Вот сейчас. И вот тут подняться на этаж. Что мне написать? несколько слов за участников. А? А что на прекрасную реализацию? Не переживай. Не переживай. А что плохого я? Ну ты не расстроишься, Кристина, не расстроишься. Я сам не могу представить, я сам не могу представить. А я фотографии нашел, пришел, показал. Мы знаем ее. Ну договорились, он хочет сейчас. Положить нужно. Положи, посмотрим. А у меня там сумка, наверное. Сейчас, секундочку. Здесь нужна сумка?
Там внизу не Ну, я не виноват, а там вы тоже гуляете? Сейчас мы с тобой договоримся с завтрашнего дня. Я вас подхвачу. Я завтра не пойду. Люди болят 2 раза. Ну, хорошо, хорошо. Нет, пока нет этих. Внизу там не сумка есть, такая, может быть, найдем. Спрашивайте сумку. Не надо. У нас народ. Меня отдыхал. Последний, да. Подписать, скажите. Себя, дайте, а? Что ваше фамилия? Хамид Каримович. Гости возьмите, пойдемте. Отчество. Ну там мы с вами. Чуть-чуть, да, давайте. Чтобы вы почаще разговаривали. Şavkat Efendi'ye yazalım. Шавкат — это значит исполнитель, приказчик. То есть последний вагон из центра, от раза, последний вагон из центра. И потом на уголок, там 10 минут пешком идти. Там автобус, плохо ходит. Последний вагон из центра. Я очень Да не учи, это другое. Пойди, да? Надо развиваться, энергия. Через выживание в свое время. А может, и везет возьмем? Везет, пойдем чай проверим. Надо пройти так, вот это надо найти. Вы уже обязаны обсудить, второй до 30. Да, Много тем, вопросов, очень живые вопросы. Да нет, я говорю, а я в воскресенье звоню Лейли. Просто мы разговаривали с дочкой. То есть это дочка Юргена Лейли, мы с ней договаривались, мы должны были в субботу ехать в Коломну. Концерт у нас там, в Коломну. Ой, 10 лет прожил в Коломне. 10 лет. Уже это должно быть концерт, я говорю, ну как там, все нормально? Говорит, вот она там в больнице, как в больнице? Я говорю, вроде договаривались. Вроде недавно встречались, в доме национальности были, помните, мы договаривались? С 9 или 10 число. Сейчас нельзя, я сейчас не думаю, что нет. Ну, в общем, буквально неделю назад. Коломна суббота, да. И она меня туда Приглашал. Да. Сейчас пойдем. Куда? На третий этаж? Позвали. Ладно, тоже. Ну, блядь, я зажим. Когда я зажим? Просто автограф, оставь и все. Я вас запретите Шавкат Кадыев. Шавкатке садил кафедру. Садил кафедру. Сади уакас луна. Сади уакас, сади уакас. О, сади уакас. Она опять там. Да. Вот так. Ой, Allah. Земля var mısın Şavkat? Varsa da. Такой китап-йог такой. Такой йог, да. Давай это, у вас уже есть, ему отдали. Вот этого нет, да? Нет этого, да. Ага, ну ладно. У вас же есть уже? Шамиль. Шамиль.